Джангло Радио, Джаз-клуб и Рэй представляют Иджат Хане. Лучшие виртуозы Крыма на одной сцене. Только живая музыка. Лайв-трансляция. Иджат Хане. Главный музыкальный проект этой весны. Иджат Хане. Лучшие виртуозы Крыма на одной сцене. Главный музыкальный проект лайв-трансляции. Я прошу вас занять свои места, устроиться поудобнее. Приглашаю вас на новый выпуск, новый концерт главного музыкального проекта этой весны Иджат Хане. Иджат Хане – это музыкальная творческая лаборатория. По большому счету, это новая площадка для наших музыкантов, это новая возможность для них показать свое мастерство, это возможность для зрителя познакомиться с крымско-татарской музыкой в самом качественном ее исполнении. Я надеюсь, что с вашей помощью мы движемся к этой цели. И я хочу напомнить, что все, что происходит в этом зале, на этой сцене транслируется в Facebook и в YouTube на каналах Джангло. И, то есть, наши зрители вместе с нами, они могут не только смотреть трансляцию, но и активно участвовать. Скидывайте ссылки всем своим друзьям, пусть задают вопросы, пусть активно комментируют, и автор самого интересного и яркого вопроса получит пригласительный на следующий проект Иджат Хане. А теперь я хочу пригласить на эту сцену самых главных героев и участников сегодняшнего концерта. Алимкурт Меметов. Рожди Меметов. Эмин Меметов. Айдар Аширов. И Сейран Османов. Встречаем аплодисментами, пока ребята настраиваются, рассаживаются. Поверьте, были очень интересные и яркие репетиции. У меня была возможность немножко посмотреть за процессом. Я надеюсь, что вы получите самое большое удовольствие от живой музыки, от классного исполнения и от знакомства с крымско-татарской музыкой. Хайрулла Акшамар, это Иджат Хане. Наджия Ханум, давайте отдельно поаплодируем. На самом деле мы до сих пор находимся в таком состоянии эйфории, да, после прошедшего нашего концерта. Нам было очень приятно наблюдать за вашими отзывами. Также хотелось бы отдельно еще раз поблагодарить участников всего этого мероприятия и нашего идейного вдохновителя Марлина, который, грубо говоря, создал, основная идея проекта была «Сейчас наехал». Ну приступая к первой композиции, хотел бы немного рассказать такой факт, что в нашей музыке часто бывает, что одна и та же композиция имеет несколько названий. И, например, во время высылки в связи определенных обстоятельств нельзя было называть композиции их первоназванными названиями. Есть известная песня «Кеня Алдаган Бени», но мы знаем то, что Сабрия Ханум Риджепова ее исполняла как «Кеня Алдаган Бени». И также есть песня «Арафат Дахлар», и ее нельзя было называть во время Советского Союза, и она была спета как «Дахлар Артында». Но следующая наша композиция называется «Авуш Балам», да, что такой факт, что она вообще в нашем народе усовершенствовалась как Ануш Балам, но Ануш это просто
имя армянской девушки, да, как бы, которая не имеет никакого отношения к крымско-татарской музыке. Поэтому нужно вот этот факт очень учитывать. И следующая композиция, которую мы постараемся исполнить, носит название «Авуш Бала».
Hoş geldiniz. Esken, hey! Yavrum da salgırının boyu, aman o suğanımın da toyu. Yavrum da salgırının boyu, aman o suğanımın da toyu. Kefeden, keriçten, can koyden keli, o zünün aruvda soyu. Kefeden, keriçten, can koyden keli, o zünün aruvda soyu. Hey hey! Hoş sefer geldiniz, hayda! Çok sağ olun. Соло на вокале Эмиль Меметов, друзья. Друзья, вот вообще эта композиция написана очень в интересном ладу и довольно часто используем в крымско-татарской музыке. И вот, Сиранага, не могли бы вы рассказать про эту лад и вообще про размер этой композиции? Включен? Угу. Салям. Ну, сначала, наверное, о ритмике в этой песне. Это 12 восьмых, музыканты все знают. Единственное, здесь есть такая хитрость, народная, да, он не делится, например, как обычно. Это очень редкий размер. У него деление такое 3, 4, 5 или 3, 2, 2, 2, 2, 3, да. Ну, мы момент какой-то сыграли его еще на вальс. То есть, если разбить его, сместить акценты, получается 3, 3, 3, 3. Добро, Найдер? Добро. Получается 12, да. То есть, такие эксперименты в джазе, они приветствуются. Ну, говоря о ладе, в котором, ну, для нас это привычный такой татарский лад, да, а это еще спаниш лад. Да, Испания такая. Потом вот, ну, подержи-ка инструмент. Ну, приблизительно. Приблизительно. Ну, вот он звучит, например. Вот как звучит этот лад. То есть Испания слышна, да? У азербайджанцев, например, это называется этот лад чаргях. Он имел изначально, он был четырехчастным, поэтому чаргях. Сами названия этих мугамов, да, они из Ирана, как бы, название на фарси идет. Кто знает таджикский язык, они знают, что чара — это 4, значит, четырехчастный мугам. Сейчас, конечно, его развили азербайджанцы до, даже не знаю какого количества, потому что музыка растет. Вот. Ну, например, у него есть такие части, да, вот в спанише, например, нету такого. Видите, такая часть уже шестая присутствует, да? Когда мы используем уже шестую ступень, да? Такую, да? Это уже получается немножко другая часть, да? Мухалиф. Вот. Например, есть такая часть, там, например... Это Дастенгяр уже пошла часть, да? И таких много-много. Я думаю, если это интересно, в какой-то из моментов наших вот таких вот. Çok sağ olun, Да. Сирана. Скажите, пожалуйста, а сколько вообще будет стоить обучиться вот этим всем ладам у вас? Или это Ты представляешь, сколько я за это заплатил? Очень страшно. Çok sağ olun. Друзья, Сиран Усманов, и если какие-то вопросы...
Çok sağ olunuz, друзья. Для вас прозвучала композиция «Хызылчыхлар» и вариант аранжировки, который мы постарались для вас исполнить. Это был известный вариант группы «Сато». Эта группа вообще была одна из первооткрывателей такого направления, как совмещение крымско-татарской музыки с элементами джаза. Они в 1986 году выпустили несколько альбомов и как бы изначально очень сильно отличалось. И это был такой большой взрыв для народа. Участники этого замечательного коллектива нам известны. Это Энвер Измайлов, Наркет Рамазанов, Риза Бекиров, Леонид Татабеков. И вообще эта группа очень сильно отличалась тем, что использовала в своих аранжировках разносторонние ритмы и разносторонние гармонии музыкальные. И вот насчет гармонии, кстати, тут такой вопрос, Эмиля, к вам. Вот когда вы гармонизируете ту или иную композицию, на что вы опираетесь, на какие музыкальные формы и вообще ваше настроение влияет на гармонию вашей музыки? Салям алейкум всем. Добро пожаловать. Рады видеть вас всех здесь сегодня. Ну, само слово гармония, оно звучит уже само по себе. Гармония — это краска. Любое музыкальное произведение, в принципе, можно окрасить в любой цвет, как говорится. Можно сделать вещь грустной, радостной, веселой, быстрой и так далее. В принципе, я сейчас вам продемонстрирую так буквально на одном произведении, чтобы вы понимали, что, в принципе, что возможно. Допустим, «Мисхор Хазы», да, произведение, песня крымско-татарская. Придержите микрофон. Издеваться над вещью можно по-всякому, поэтому настроение есть, можно ее сыграть так весело, жизнерадостно. Нет настроения, будем грустить, будем ее играть. Ну, я на примере этой композиции. Поэтому гармония — это 90% в принципе произведения. Нет гармонии, нет и вещи. Поэтому все зависит, это я с уверенностью говорю, от гармонии. Поэтому и все зависят от гармонистов. Вот так вот. Çok sağ olun Эмиля за ваши познания. Ну а мы постараемся исполнить для вас следующую композицию. Задорно.
Сау болыңыз, достар. Вот в таком задорном настроении исполнилась композиция «Чахалташ». Да, хотим напомнить вам то, что у нас ведется прямая трансляция на YouTube и Facebook каналах Джанглы Радио, поэтому, если у кого-то есть какие-то вопросы, либо пожелания, вы можете их озвучить, не стесняйтесь. А также победители самого интересного вопроса могут получить бесплатные 2 билета. Бесплатные 2 билета на следующий наш концерт Иджатхане. Кстати, есть ли у нас победители прошлого концерта? Помашите рукой. Вот. Что, сау, то, что вы сегодня с нами. И, дорогие друзья, мы подходим ко второй части нашего вечера, и мы будем очень рады сегодня пригласить к нам на сцену нашего второго гостя проекта Иджатхане. Этот человек уникален тем, что он абсолютно разносторонен. Да? То есть многие знают как его как певца, аранжировщика, композитора, продюсера, чей-то он даже и учитель, наставник, и для многих он идейный вдохновитель, да, друзья. Поэтому встречайте Арсен Усманов. Арсен, а как настроение, если можно, пожалуйста, поделитесь с нами. Салям алейкум. Эбнсге. На самом деле очень приятно, что сегодня собралось столько людей, и еще, наверное, стольким же мы сумели как-то ответить мягко, чтобы не было им обидно, что не попали на концерт. На самом деле это, не все в наших руках и не все возможно. Иншаллах, еще будут такие концерты. Но сегодня я хочу, чтобы у нас максимальный был контакт с вами. У нас сегодня такая не концертная, а очень семейная обстановка. И я хотел бы, чтобы мы все выражали свои эмоции правильно. Ничего страшного, кто хочет танцуйте, кто хочет веселитесь. Но мы будем стараться максимально выложиться для вас. Да. Ну и для нас тоже, да? Да, друзья, продемонстрируйте хоть какую-то реакцию. Да, давайте как-то. В первую очередь, конечно же, этому замечательному дому, и Рэю, и нашему замечательному вдохновителю Марлену, замечательной команде лучших музыкантов. Мы будем стараться оправдать ваши все надежды. И хотелось бы хотя бы половину говорить на крымско-татарском. Будем стараться как-то совмещать. Я да? ваш, Адымларла. Будем Да. совмещать. Арсена, вот такой вопрос, раз у нас сегодня в форме диалога, впрочем, как и другие вечера, да, что ни странно. Вот наблюдая за вашим творчеством, Арсена, есть такой присутствует факт, то, что вы раньше позиционировали себя как исполнитель. Все мы знаем, то, что вы играли раньше на аккордеоне, а потом ваша исполнительская деятельность перешла в вокальную. И в связи с чем это связано? Расскажите, пожалуйста, поделитесь с нами. Откуда такие вопросы находите? Это Наджия Ханум мы вот придумали, Багашлас. Сау. Да, напомнили мне замечательные времена. На самом деле я раскрою большую тайну и скажу так, что на самом деле в далеком маленьком моем возрасте, в детстве, я начинал с вокала как раз-таки, с песен. У нас самая близкая родственница моей бабушки, сестра родная, жила за границей и посылала нам пластинки турецкие, такие синие. Помните, кто помнит? Агалармыз, помните, да? Такие синие пластинки были. Вы выражаете, все нормально. И эти пластинки у нас крутились круглые сутки, да? И эти песни мы знали наизусть. Я их все пел, мне это так нравилось, так это было здорово. Я вырос на турецкой музыке. Раскрою тайну, которая уже раскрыта давно, наверное. Вот. И вот потом как-то с годами мне очень нравился вот этот инструмент. Я по сей день никак не могу успокоиться, он мне так нравится. Ну, не получилось учиться на ударных. Я пошел в музыкальную школу на
по классу аккордеона, народное отделение, занимался много-много лет. Ну и потом уже в 90-х годах, это уже было с хореографическим коллективом Бучансу, когда еще был Амет Ляляга жив-здоров, мы тогда попробовали вокальный себя на сцене. Ну, я думаю, что я так и не научился пока еще хорошо петь, пока еще только учусь. Ну, как-то так. Çok sağ olun. Достар, Арсен Усманов, и мы начинаем. Ну что, для вас, я думаю, первая композиция. Мы начнем с народного, естественно. Все будут сегодня произведения народные. Мы постарались максимально держаться в рамках нашего. Все остальное мы потом где-нибудь, но сегодня и для нас всегда должно быть это впервые. Gidin bulutlar, ah gidin yareme selam. Yarem tatlı yuhudan ise oy uyamam. Uykusun seyran edin. Yarem tatlı yuhudan ise oy uyamam. Uykusun seyran deryada kayık mıdır? Bu iş bana layık. Yarem eller kuşağına oy uyamam. Aman ağlasam ayıp. Yarem eller kuşağına oy uyamam. Aman
Salkında su başında kosu da kebabı. Salkın su başında kosu kebabı. İçeri şerbeti süreri sefayı. İçeri şerbeti süreri sefayı. Salkın su yanında kuruldu bebeler. Salkın su yanında kuruldu mezeler. Ezildi dareler, sürüldü sefalar. Dizilmiş kadeler, süreri sefayı. Hayda! Kim içmiş bu şerbeti karşında güzeller? Kim içmiş şerbeti bulsun yadeler? Peşmanda olmaz mı onu terk edenler? Peşmanda olmaz mı onu terk edenler? Salkında su başında kosu da kebabı. Salkın su başında kosu kebabı. İçeri şarabı süreri sefayı. İçeri şarabı süreri sefayı. İçeri şarabı sürer sefayı. İçeri şarabı sürer sefayı. Sağ olun. Çok sağ olun, Арсен аға. Для вас звучала первая композиция «Гиден Булутлар», а вторая «Салқын су башында». Ну что ж, переходя к следующему вопросу, Арсен аға. Вот у нас в музыкальной нашей крымско-татарской индустрии присутствует тот факт, то, что представителей женского пола, Какой-то подвох, да, есть сейчас? представителей женского пола, ну так скажем, до 30 лет, вокалисток больше, чем парней. Интересно, с чем это связано? Ого, да? Ну, на самом деле, тяжело ответить на это, но я постараюсь максимально. Ну, до 30 лет я бы, ну, чуть увеличена дата, преувеличена дата. Я думаю, до 25, потому что после 25 уже точно все замужем. И им не до пения, это нормально. Остаются только крепкие, ну или крепкие. Ну, а парни, естественно, у нас такое, ну, призвание после 30 лет играть свадьбы, наверное. И все не поющие станутся поющими, все не играющими не смейся. Вот, и я думаю, что это нормально, и, ну, после 30 можно и петь уже, да, уже женился, все, дети, все нормально, можно и петь. Поэтому я бы сказал так, что, ну, крепкие останутся все равно поют и радуют нас. А есть те, которые замуж вышли, дома поют мужьям, да. Вот, а мужчины, я думаю, что семьи кормят, многие свадьбы играют, многие, ну, работают и думают, что почему бы не петь.
А вы вообще как считаете, вот в связи с особенностями строения голоса, какие-то музыкальные тонкости более легко, Понял, куда клонишь. более легко даются девушкам, либо парням? Нет, если вы считаете, что, девушка уже замуж вышла и, появились дети и так далее, есть определенные физиологические изменения, то это в большей части мало на кого влияет, это не самое главное. Я думаю, что сохранить это можно. То есть в течение, пока все это время можно петь, и нормально все будет. Так что вперед и с улыбкой. Вперед и с улыбкой, друзья, ну а мы постараемся исполнить для вас следующую композицию. Еще будем петь, да? Да, еще чуть-чуть попоем. Потом поговорим, потом опять попоем. Ah demesem kadim kadar yandım küydüm. Ah demesem düşüm kadar yandım da küydüm. Şu seni balasına kaydan sevdim ay ay. Şu güzelliği balasına kaydan sevdim ay. Asmanda bir derek var, al güller açan asmağımızda bir derek var, al güller açan. Kadayım sana bir söz var, çırayın kaçan ay. Kadayım sana ne oldu ay, çırayın kaçan ay.
çırayın ay kadayım seni sana ne oldu ay ay çırayın kaçan ay. Çalatımın tırnağı kumuş turnalı, çalatımın tırnağı kumuş turnalı, koynundaki tomalak yumalak kimlerinin nalı, koynundaki tomalak yumalak kimlerinin nalı, çalatımın alatı haydadım boza, çalatımın alatı haydadım boza. Yaşlılığımdan sevda oldum bir doday kızga, yaşlılığımdan sevda oldu bir doday kızga, yaşlılığımdan sevda oldum bir doday kızga, yaşlılığımdan sevda oldum bir doday kızga. Hey! Çalatımın tırnağı vurdurdum taşa, çalatımın tırnağı vurdurdum taşa, Totay kızının güzelliği alemden başa, Totay kızının güzelliği alemden başa, Totay kızının güzelliği alemden başa, Totay kızının güzelliği alemden başa. Hey! Çalatımın alatım haydadım bulsa, çalatımın alatım haydadım bulsa, benim boyum kere kaldı gelecek yılda, benim boyum kere kaldı gelecek yılda, benim boyum kere kaldı gelecek yılda, benim boyum kere kaldı gelecek yılda. Çok sağ olun. Çok sağ olunuz Арсен аға. Арсен аға, А, вот такой вам
да, непростой вопрос, скажем так. Уже давно нужно развеять все мифы. Мы знаем то, что вы находились долгое время за пределами Крыма, в частности, вот в Армении, в Турции. И знаем то, что это было, как вы говорили, очень хорошее для вас время. И как вы думаете, вот пребывание за границей, в частности, в этих странах, как-то отразилось на вашем творчестве, на вашей манере исполнения, на ваши музыкальные взгляды? И вообще, какое у представителей этих народов отношение к своей родной музыке, если можно? Такой многогранный, да, вопрос? Всеобъемлющий такой. Ну, на самом деле, вопрос очень серьезный для меня как бы. Поэтому я многие вещи не знал, пока не поехав, пока не разобрался во всем сам лично и не поучаствовал. Ну, Алим, тебе знакомо это, я думаю, что тоже было большой школой. Турция — это основатель этого всего, я бы сказал. Уже от нее идут большие такие веточки, ростки в сторону Азербайджана. Ну и, конечно же, не остается в стороне и Армения, которая... Ну, есть, конечно же, спорные моменты, их больше, спорных больше моментов. Но все же очень много музыки, если быть честными, взято с Турции, поэтому как система, музыкальная система, которая образовалась уже и которая уже веками несет свою музыку, историю, и, конечно же, она дает большие плоды. Если ты едешь в такую страну и понимаешь, что... Короче, как сказать правильно? Ты погружаешься в другую атмосферу совершенно другой музыки и понимаешь, что их музыка, что турецкая музыка ли это, ну и уже потом азербайджанская или армянская музыка, она меняется полностью, она понимаешь, насколько это гармонично, насколько это красиво, и они делают эту музыку богаче, делают свою музыку еще богаче. Если сейчас обратиться, допустим, к тому же Комитасу или там Саят Нова, да, в Армении, скажем, их композитор, если вы услышите их произведение, вы не захотите слушать, ну, будет скучновато, скажем так. Но они сделали настолько это все вкусно, настолько это здорово, что ты начинаешь слушать. И лучшее исполнение, кстати, Комитаса — это и в турецком варианте, то есть турецкий коллектив, оркестр лучше всего сыграл это. То есть я хочу сказать, что когда ты едешь туда, ты понимаешь, что твоя музыка, заметьте, твоя музыка, то есть наша музыка крымско-татарская, которой мы должны гордиться, которую мы должны носить на руках и должны понимать, что это наша и это больше ничье. Мы должны ее делать намного богаче, намного вкуснее, намного интереснее, чтобы она была популярной, чтобы молодежи было выгодно, было приятно и было, ну, как бы гордость, да, заказывать свои песни, заказывать, пусть хайтармалар olsun, башхавалар olsun, багламалар olsun, но это все свое, это все народное и наше. Нужно делать максимально это красиво и качественно, не убивая основу. Это очень важный фактор. Не убивая основу, вы можете делать. Вот сегодня у нас формат, допустим, далеко не там, ну, не совсем колоритный, скажем, да, но мы сделали это осознанно, понимая, что это наша музыка. Мы не внесли ни одной песни другой. Мы постарались сделать нашу музыку вот в таком формате. Пожалуйста, есть варианты сделать в роковом исполнении, там, я не знаю, кантри, там, фьюжн, я не знаю, там, техно, EDM, что хотите делайте. То есть вариантов очень много, но нужно понимать, что это наше, и нужно наше ценить. Не нужно восторгаться какому-то, нужно какой-то музыке какого-то народа, нужно стараться сделать ее такой у нас, то есть красивой, чтобы нашей музыкой восторгались в мире, подчеркиваю, в мире. И мы достойны этого, я думаю, что у нас есть такие музыканты, и в зале вот сидят столько молодых, столько ребят сидит, которые реально достойны, чтобы их слышали за границей, и чтобы они это делали. Единственное, что нужно работать и еще раз работать. Вот, ну, как-то так. Çok sağ olunuz, Арсена, за такой подробный ответ на очень щепетильный и давно уже созревший вопрос по поводу влияния, так скажем, зарубежных стран на наше восприятие, на наше мышление в музыкальном плане, потому что, как мы знаем, представители старшего класса, опять же, на это неохотно смотрят. Но
но это имеет место быть. Потому что, ну, если мы обратимся к тем, ну, я, наверное, сам, я признаюсь честно, вот перед всеми, многие здесь в зале, наверное, знают, что я первый, наверное, противник каверов и первый противник того, чтобы делалось в кавере, да, наши песни как бы и так далее. Ну, я думаю, что это просто глобальная очень тема. Если интересно, я отвечу на нее, но чуть позже, наверное, лучше. Хорошо. Давайте оставим самые сливки на потом. Савва. Karabiber aş için yandım kalem kaş için Karabiber aş için yandım kalem kaş için Annem seni doğurdu delikanlı yaş için Kara biberim, biberim, aşka seperim. Annem seni doğurdu, delikanlı yaş için. Kara biberim, biberim, aşka seperim. Sustum de sandım seni sevip saydım Sustum de sandım seni sevip saydım Men sevip de eller sarsa ona benim yandım Kara biberim, biberim aşağı severim Men sevip de eller sarsa ona benim yandım Kara biberim, biberim aşağı severim
dostlar hassasına. Karadan beyaz olmayı diler, karadan beyaz olayken. Karadan beyaz olmayı diler, karadan beyaz olayken. Dosttan düşman olmayı diler, dosttan düşman 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 olayken. Sağ olun. Çok сağ olun. На самом деле так приятно получать вот зеркальное отражение. Sağ olun. Каждому из вас, каждому çok sağ olun. Опять вопросы? Да, опять вопросы. Арсена, çok sağ olunuz, конечно, за такие совмещения. Да, и мы остановились на очень интересной теме по поводу каверов в нашей музыке. Вот где заканчивается и начинается граница кавера, да, вот как бы мы наблюдаем тот факт, что многие песни крымско-татарские хорошо уживаются в нашем народе, довольно-таки популярны. Как вы к этому относитесь, Арсен Гасамович? Если коротко, то вот сразу могу сказать, очень плохо. Но это сугубо мое мнение. Откуда находишь такие вопросы, не знаю. Вот Наджия Ханум, мы вот вместе с ней. Наджия Ханум sağ ol. Canlı радио, достlar, аплодисменты. Ну, когда ты сказал граница, я подумал о другом совсем, конечно, о другой границе. Но возвращаясь к нашим границам, границам культуры, скажу так, значит, ну, честно сказать, это сугубо, подчеркиваю сразу, сугубо мое мнение. На данный момент, я так понимаю, вся музыка, которая делается на нашем языке, допустим, каверы, да, которые звучат сегодня, был, на самом деле, самая больная моя тема, наверное, для меня, вернее. Но я сегодня открою тайну большую, что я очень большой противник этого. Очень не люблю это, не хочу, ну и почти не буду. Я никогда не делал каверы на какие-то там песни, хотя, вы же понимаете, я имею такую возможность, как не имеют многие другие артисты, получать родные минуса под то, что поется, да, сверху вокал, и делать их на крымско-татарском языке. Пусть это будет азербайджанская песня, пусть это будет армянская, турецкая, неважно, хоть иранская, разницы нету. Как бы есть возможность взять, переделывать слова, записывать, скажем, эту песню на студии, есть и студия тоже, знакомый там. Вот, и это будет как бы, да, ну, как все, и я буду участвовать вот в этом большом, заметьте, слове, вот очень важное слово, с большой ответственностью. Я вот на сегодняшний день эту ответственность ложу на тех людей, вот те, которые сегодня поют каверы. Объясню. Это большая проблема для наших внуков, я так скажу. Это не громкие слова, это на самом деле так. Это проблема, потому что через 20-30 лет, поверьте, наши внуки, наши правнуки будут ругаться с этими композиторами, которые эти песни написали, допустим, там в Азербайджане или в Армении, или в Турции, неважно, или в Иране. Ну, они будут ругаться и доказывать, что это наша песня. Типа там, ну, вот у нас был такой-то, такой-то певец или такая-то, такая-то певица пела эту песню. И они будут спорить с ними, что это наша песня. Они будут говорить, нет, это наша. То есть мы создаем такие же проблемы. Когда-то мы смеялись над одним из нам уже сказанных народами, что они воруют все у всех и выдают за свое. Вот мы сейчас плюс-минус выглядим так, ребята. На самом деле. Почему? Потому что мы берем те песни, которые под них флаг поднимают в этом государстве, а мы берем и у нас поднимаем наш флаг, меняя слова. Это раз. Теперь второе. Берем те вещи, которые, те песни, которые там уже популярны и так далее. Естественно, это легче сделать, это проще сделать. Это, что тут? Ничего не составляет труда, как бы, да, все владеем языком, мы можем это сделать. Но мы этого не делаем. Почему? Потому что мы знаем, что на нас это ответственность. Если завтра ребята сделают или кто-то сделает, это будет неправильно. Играйте, но играйте оригинал.
Нет проблем. То есть с оригиналом вопросов нету. Но когда мы меняем и делаем это, ну, коль уж мы заказали слова, написали красивые слова, есть студия, мы пишем это все на студии, но почему бы не сделать сразу и мелодию, сразу сделать все замечательно, и пусть это в копилке нашего народа останется как нашей песни крымско-татарской. И пусть она, как можно больше будет песен в копилке, мы будем богаче этим. Но нет же, мы, легче всего взять там легкое, и еще чаще всего, Саголан, что вы со мной согласны, и мне очень приятно, что у нас все больше и больше. И я просто самое главное замечу, что на сегодняшний день, если была какая-то грань, да, была черта, которую нельзя было переступать. То есть мы не имели права переступать ее. Мы знали, что вот это можно петь, а вот уже вот это нельзя, потому что это вообще к нам никакого отношения. Но уже на сегодняшний день грань, стерта. Поэтому, получается, такие песни появляются у нас, которые нам вообще нельзя петь. Как бы они вообще никакого отношения к нам не имеют. Это уже стоп-магазин, да? Дело в том, что такие песни просто может как-то представлять собой коммерческий интерес, Арсена. Может быть. Но если люди думают только о коммерции, вопросов нету к ним. Какие проблемы? Правильно? Люди думают только о коммерции. Пусть будет так. Наверное, это имеет место быть, да. Но мы должны это учитывать, ребят. На самом деле это очень серьезно и ответственно. Я подчеркиваю, мы должны о наследии думать, о том, что за нами останется. Наши вещи можно делать. Можно все это делать очень вкусно, интересно, и будет все звучать. Çok sağ olun, Арсена. Да, на самом деле такая вот тоже очень щепетильная тема, но, наверное... Я согласен записаться в добровольцы. То есть сделать такой личный вклад. Нет проблем. Я его делаю. Почему? Я не собираюсь его начинать делать, потому что я его делаю уже. Здесь есть в зале ребята. Вот мои ученики тоже сидят, и там сидят, и вот ребята постоянно, все вместе мы делаем, и я стараюсь это делать, постоянно над этим работать и вносить вклад. То есть любой человек может к вам обратиться, спокойно вы научите. Именно так и происходит, да. Приходите, я от начала до конца показываю, нет никаких проблем. Друзья, это очень щедро, давайте... Нет, на самом деле это не щедро, это нормально должно быть у нас. То есть мы должны с этим нормально жить. И я думаю, что пример дальше был. Я хочу, чтобы и еще были такие люди. Вот тогда я вздохну легко. Çok sağ olun, Арсена. А мы постараемся для вас исполнить следующую композицию.
Çok sağ olunuz. Sağ ol. К нам приближается Наджия Ханум. Значит, будет вопрос. Будет вопрос. Вопрос в студию, пожалуйста. Так, часто меня вспоминали, я пришла дать ответ. Маякали. Так, если вы помните, что у нас во время трансляции все, кто нас смотрит, могут задавать вопросы, и я эти вопросы озвучиваю, и автор самого интересного и каверзного или творческого вопроса, он затем получает приз от нашего проекта. Это приглашение на следующий концерт в Джатхане. Итак, какие вопросы пришли? Значит, был вопрос Алиму про его первого учителя. Алимбей? Да. Мой первый учитель – это мой отец, который привил меня с детства любовь к музыке, и я ему за это очень благодарен. Аплодисменты. Ну а второй там была Евгения Владимировна, Аким Хариевич, Ниази Хариевич, и еще в Турции у меня было. Главное, что вы учителей. всех помните. Да. Почему музыканты негативно воспринимают конструктивную критику? Вот такой вопрос. Такой вопрос мне, да? Всем. Тот вопрос туда, это вопрос мне. Савол Наджия Ханым, все с вопросами, да? Нет, еще есть. Нет? Как же я так просто вас отпущу? Нет, нет. Вообще, вот, Аркадашлар, музыканты, действительно ли такое есть, что вы негативно воспринимаете именно конструктивную критику? Обижаетесь? Нет, конструктивную, как раз-таки конструктивная, она когда есть доказательства, есть объяснение. Тогда она конструктивная, тогда она понятная, ну, в тему. А когда это просто, ну... У нас, к сожалению, да, вот музыкант... Я беру сугубо музыкантов сейчас, ребят. Я сугубо музыкантов беру. Просто у нас всегда почему-то понимание, когда слушают трек какого-то другого исполнителя, да, мы сразу почему-то так, ну, это, наверное, временно, наверное, пройдет это, иншалла, но мы почему-то сразу ищем плохое. Почему-то сразу ищем плохое, вот это плохо. На самом деле мы должны радоваться и нормально воспринимать эту критику. Но до тех пор, пока у нас не появятся действительно критики, такие как, допустим, ну я не говорю соседов. Там, Музыкальные да, критики. именно музыкальные критики, которые будут критиковать по делу, ну, по теме и с определенными доказательствами. То есть, да, по-моему, соседов больше зашел, чем все, что я говорю. Нет, просто на самом деле нам надо понимать, что нужны критики нам. На самом деле нужны, это необходимо. Почему? Потому что без этого не может... Допустим, если бы сейчас критиковали критики за определенные вещи, да, допустим, но с доказательствами, опять-таки. То Есть такая мудрость крымско-татарская. «Шепчені сойса да касап сойсын». Добро. То есть в каждом деле должен быть профессионал. Сагол у нас за этот ответ. Все, да, с вопросами? И вот смотрите, я хочу задать еще самый последний, пусть это будет музыкальный вопрос. Выберите то, что вам понравится больше. Итак, была такая просьба, пожелание исполнить что-то из самых популярных джазовых произведений, либо сыграть кавер современной музыки, но под свой аккомпанемент. Кавер современной музыки под Свой аккомпанемент. Да, вот как То хотите, есть так и нам- понимаете. То есть, видимо, сыграть в вашем авторском видении какую-то композицию. Может быть, известную. Так, я на этом покидаю сцену. Çok sağ olunuz. Моргенштерна надо, да? Ну, на самом деле, вот честно, мен керчек айтайым, татаржа айтайым, епіңіз аңнаңыз деп. Ең біріншіден біз істемедік қошма дигер абаларны, дигер миллетлерін абаларны, ама суал берділер, біз тойларда да айны шилер ола, біз істемейміз шалма оле шилер, ама бізге келелер.
умумиой, да? Я со свою ловил взор твой ясный, песню пел, но любя, но ответа ждал я напрасно. Был другой дорогим для тебя. Песня первой любви в душе до сих пор жива. Песни той о тебе все слова. Песня первой любви в душе до сих пор жива. Песни той о тебе все слова. Но не мог я жить в отдалении, но с надеждой взор твой ловлю. Ты должна понять без сомнения, что другой был дорогим для себя. Песня первой любви в душе до сих пор жива. Песни той о тебе все слова. Песня первой любви в душе до сих пор жива. Песни той о тебе все слова. Думал я, что разлука поможет от любви твоей мне уйти. Шли года, но образ твой все же был другим, дорогим для тебя. Песня первой любви в душе до сих пор жива. Песни твои о тебе все слова. Песня первой любви до сих пор жива. В сердце до сих пор. Жива, да-да-да, да-да-да-да-да. Жива.
экспромт был на самом деле. Всё Честно оставалось. говоря, мы даже не готовились. Да, И- если что, это был стиль босса, джазовый, так что... ну, наверное, давайте решим, чей вопрос одержал победу, Арсена. Мне кажется, вопрос про конструктивную критику был очень такой... Согласен, прикольный. он и нужен как раз. Ну, и нужный вопрос, и нужный ответ, и мы ждем от такого гостя на следующем нашем концерте. Из конструктивной В критики... Лос-Анджелесе. Да, и, Или в Урожайном. Арсена, и вот подходя к завершению нашего вечера, и еще хочу задать такой вопрос про ваш продюсерский центр. Расскажите про историю его возникновения, основную идею и какую цель вы преследуете, и вообще, как дорого это быть продюсером у нас в Крыму. Ну, начнем с того, что главное, чтобы не путали музыкальный продюсер и продюсер, тот, который занимается концертами, продвижением артиста и так далее. Нет, музыкальный продюсер – это тот продюсер, который занимается сугубо репертуаром и песней от начала до конца. То бишь, это вот берется песня, ты ее продюсируешь, весь трек, то есть всю концепцию трека выстраиваешь, объясняешь все артисту, зная его возможности, зная его желание и определенную любовь, да, к определенному стилю и так далее. И ты выстраиваешь весь этот трек, а может и альбом, а может и не один альбом на протяжении какого-то времени, да, и вы являетесь музыкальным продюсером. То есть в ваши обязанности не входит оплата каких-то залов, проведение каких-то концертов. Это другой продюсер. Это продюсер, который продюсер артиста. Он занимается сценами, городами, где будет выступать, вкладывает деньги, вкладывает в лейбл и так далее. Ну, это очень глубоко и долго, на самом деле, объяснять. Я занимаюсь конкретно только тем, что я знаю, допустим, есть вот такая-то песня, она подходит такому-то артисту. Не знаешь, ну, у каждого же артиста есть определенный там, ну, диапазон вокала, там, определенная тесситура голоса, поэтому ты ему подбираешь определенную песню, репертуар и так далее. Вот это называется продюсированием артиста и продюсированием трека. Теперь, сегодня выстроено так, что в этой цепочке огромной такое время просто, ну, у нас еще не так это развито в нашем народе, но вообще везде уже это в мире развито очень сильно. То есть тот, кто написал текст. Раньше как было? Написал текст, принес композитору, композитор отнес аранжировщику, аранжировщик отдал там на сведение, на запись вокала, бэков и так далее, и в конце концов отдает на сведение. И тогда только мы получаем результат. Сейчас это все в одной большой связке. То есть текст пришел, аранжировщик должен максимально сделать, то есть все в одном человеке должно быть, потому что иначе это не работает. Просто музыка такая сейчас, на сегодняшний день. Я имею в виду современную музыку и так далее. И ты обязан это все выстроить, подобрать музыку, потом усадить это все в аранжировку, записать грамотно вокал, все это свести, все это отдать и отдать просто потом на радио или там на какую ротацию, да, куда, на телевидении. Неважно. Ну, это сейчас, если касательно нас, то это работает очень плохо. Сразу скажу, у нас это не работает практически. Но надо к этому стремиться и нужно это делать. Чем занимаюсь я? Тем, что, допустим, у меня есть ряд учеников, вот здесь есть Мавилеса, она вот там, Амина Мамедова я вижу, тут очень много девочек, вот у меня еще сидят вот Зуля и Мине. Ну, еще, наверное, я кого-то не вижу, да, здесь? Я извиняюсь сразу. И они очень талантливы, поэтому они заслуживают отдельных аплодисментов, пожалуйста. Это на самом деле девочки самые, скажем так, вот, ну, честно скажу вам, в этом деле преданность очень важна, потому что, ну, бізде бөлешті, тек араны огрендің ерламаға, и бір кереді, не өзің ерламайсың, зачем тебе дуэт, зачем тебе трио, бар өзің ерла, ничего, зачем тебе он нужен, там, и так далее, да, барасың, язасың, бір турку и чықасың. Главное, это олярда ерламаға. Но на самом деле это очень серьезно, и эти девочки
проходят очень большой этап, стараются, развиваются и учатся очень многому, открывают для себя какие-то новые двери. Но дело в том, что они тоже выйдут замуж и бросят меня, забудут про меня, наверное, да? Мы вас не забудем, Артем. Не, на самом деле они не забывают, это такая, ну, доля у меня, наверное, такая. Вот выучить, объяснить, научить, и они уйдут дальше в жизнь, радовать, ну, семью свою и так далее. Сагулым, что есть такие девочки. Ну, и я, конечно же, есть еще коллективы, которые вот замечательный Заман, и всех назвал, нет? Вот наш замечательный танцор Джемиль, вот с которыми мы работаем. Здесь где-то Джафер, наш ансамбль Джемиле, с которым мы работаем. Я хочу сказать, что все приходят, я всем очень рад. Это очень воспитанные и грамотные люди, которые прислушиваются и стараются идти в ногу со временем, развиваться и так далее. Я вам очень признателен каждому из вас, я очень благодарен. У меня такая сегодня возможность есть. Коллективам расти и развиваться, артистам, конечно же, петь свое и развиваться на своем, как можно больше нас радовать. Чох Сагулом, ну вот такой продюсерский центр. Мы работаем, стараемся помогать там с фильмами, с озвучкой, с книгами, я не знаю, там, ну, много всякого. Стараемся работать и максимально приносить пользу народу. Все, что будет оставаться после нас, надо это обдуманно все оставить, потому что завтра будет с нас спрос. Мы будем виновными этому всему, поэтому... Очень приятно то, что вы так глубоко подходите к вопросу вклада в культуру Арсена. И вы для нас являетесь большим примером, и мы будем стараться подражать вам. Сагулым. Чох Сагулым. Ну, Алим, кстати, очень скромно отвечает сегодня так сдалека, да? А на самом деле где-то процентов, наверное, 80 моих треков он играет, кстати, на разных инструментах. И ему аплодисменты отдельные, пожалуйста. Чох Сагулым. Друзья, ну и в завершении этого чудесного вечера мы сначала расскажем о всех музыкантов, еще раз их назовем. Эмиль Ага Меметов сегодня с нами был на клавишах. Ружди Меметов сегодня тоже с нами. Айдар Ага Аширов сегодня был с нами. Сагулым Айдар Ага. Виртуоз крымско-татарской гитары Серам Османов. И наш главный солист Арсен Бей Османов сегодня с нами. А также наша команда. Алим Куртмеметов, друзья, Алим Куртмеметов. Наша команда в числе наших уважаемых операторов, идейных вдохновителей, звукорежиссер Искендер Ага. Чох Сагулмус вам за сегодня, за эту работу. Как всегда, все супер прошло. Наджия Ханум, Джанлы Радио, который всегда с нами, который в курсе всего материала. И Марлен Ага, который организатор этого сегодняшнего прекрасного вечера. И отдельная благодарность вам всем. Вы бросили все свои дела. Вы, не посмотрев на воскресенье, собрали родителей своих. Я вот вижу взрослое наше поколение. Есть молодые девочки вот у нас впереди. Вот. И я отдельно вас всех благодарю. Чох Сагулым. Всем огромное Сагулым вам за то, что вы пришли, нас порадовали. На самом деле для вас петь одно счастье, одно удовольствие. Каждому из вас. Чох Сагулым. Окунемся в Бразилию. А кто угадает песню? Есть кто угадает песню?
Çok sağ olun. Çok sağ olun. Вот так играли бы, да, до конца. Так. До утра бы, да? А также отдельная благодарность нашему сегодняшнему зрителю, который сегодня с нами. Без вас этого вечера бы не было. 100%. Көрішкенже, достар, çok sağ olunuz. Çok sağ olun. Машаллах. Да, Сыранаган, возвращайся. Чаря yok достum. Османовлар, kaçmayın никогда с поля боя.